چند سالات شد قومی ویروژه چهادیه سری ایزیا بوده که از ایزنه خازم وکیل که کرم جبونه گلی که چه بود، چه فرمن بود، چه سرشاندن بود، چه او همتش قومی بود، جبون چه امیلی رو و تکلیف کرد و کرم که Это можем озвучить проект. و ام پی که فیلم جی بلره ایزنا و همه Сегодня 14 августа, день памяти тех жертв езидов теракта в Шенгале. Я хочу сегодня сказать вам, что этот трагический день вспоминают и отмечают езиды все, где они только живут, где они живут. Гонения езидов, теракта против езидов начались не сегодня, не вчера и сегодня, а давно, на протяжении всей истории езидов. Начинается это с 7 века, с возникновением ислама. Это первый этап. Гонение езидов содержит несколько этапов. Первый этап с раннее средневековье, 1630 год, когда ислам вступает, и езиды, прикрываясь зороастризмом, вместе с зороастрийцами убегают, покидают свои земли и убегают в Индию, Иран, безопасное место. Второй этап – это позднее средневековье. И третий, четвертый – новый, новейший период. Новейший период включает и 21 век. Есть факты, есть данные о том, говорят 72 фирмана, это фирманы указы против езидов, уничтожения езидов. Но это не 72. 72 это такое число божественное, которое в нашей священной книге говорят о 72. Между прочим, в христианстве Библия 72 говорит, и в Коране это есть. Везде есть. Под 72 это просто упоминается, но это может быть 720, может быть 7000 тысячами гонений. Вот последние гонения в 21 веке в Ираке опять были постсаддамовский период, опять были гонения, теракты против езидов. Первый теракт. Первым признаком являлись посягательства на шейхан, когда вооруженные люди грабили и сжигали дома и имущество езидов. Далее 22 апреля в Мосуле террористы остановили, речь идет о 2007, 2006, 2008 годах, остановили автобус, в котором были 24 езида, все мужчины, молодежь. И шли, автобус вез их на работу. Они просто высадили, террористы их высадили, поставили к стене и в упор расстреляли всех 24. Провокацию были подвергались притеснениями и провокациями езида Киркука, Сулеймани, Авлера Эрбиль, Дохук и Захом. Дохук и Захом, самое последнее, в этом году, в конце прошлого, в начале этого года тоже были беспорядки. Однако самый кровавый теракт произошел за всю историю постсаддамовского Ирака, имел место в Шангале, Синджаб. Шангал – это центр, самый густонаселенный езидский регион, где соблюдаются строго наши обычаи и нравы, и где люди всегда выступали в первых рядах за свою самобытность, за свою религию и обычаи. Вот так 14 августа в районе Шангала, в селениях Дир-Изер и Сим-Шейх-Хадар почти одновременно прогремели взрывы. Террористы заминировали баллоны с нефтью, которые при срабатывании детектора пронеслись смертельной взрывной волной над всеми двумя этими селами, сокрушая, уничтожая все на своем пути. Итоги этого кровавого теракта было таковы. 311 человек погибли,
жизни, человеческой жизни, около более 1000 человек тяжело раненых и множество пропавших без вести. 14 августа – это день памяти жертв 72 фирманов, символической церкви, помянутая изидами как символ тысячелетних гонений и резни, которые осуществлялись против них. Поэтому этот день отмечают в разных странах езидов. В 2011 году Духовный совет езидов Грузии принял решение отмечать этот день ежегодно как день поминовения мучеников и погибших за езидскую веру. От себя считаем необходимым также, чтобы в нашем календаре, который мы ежегодно выпускаем, этот день также был отмечен как день памяти. Я не знаю, насколько в Лалыше этот день справляется, молитвы там приводятся. Это да, сегодня будет. Сегодня будет. Значит, там есть молитва. Да. Мы склоняем голову перед памятью погибших езидов в этом страшном теракте. Я хочу объявить, стоя на ногах, минуту молчания. Отцы Небесный, چاده طباخ 2007 ساله فرمان چا یک کرم بود حتی سریزیا دو گونده قفاندم او شعره که عزیزه اسکوت خواستم از برا بجو از دیمه از دانم از مدیمه سره و رزم شیخادیمه از ملت شمس قمرم از دیمه از دی کده زرم وکی اتابا سر من چکن وکی ساق بساق دست پر من جکن دل و جگرم بین خاره تجار از دیر خانات مدین داره از بجم از دیمه بلکه خمام جاوز بیمه از دیمه از دیه هملا دیدا نخته که خالص داره دنیدا خونم زلال و کسری جوا تمز و راه درگوش ساوا خونم تاوی تو خونا نابه وکی میلیون دشمن مرامه آنا پیشی me دزیراندم مریق ابریدا ندستراندم تو گوتم قرکه نکشینه منده ازدیا بکشی تهری جنته Интересно. Шалаты же на весь я выросли. Дорогое сделал, вообще выросли же. Дорогое Божа Шанга. Прочтет на русском языке Шеклейный стих, да? Шаклейный. 14 августа, день скорби. Громче. Анастасия Шаклейна. Как вопреки всем лозунгам о братстве, пришла беда, одна на всех беда. Чтоб навсегда в сердцах живых остаться, Шангал, Шангал, что волку детский плач. Зов стариков, священный и печальный. То был не враг, то был слепой палач, жестокий, подлый, алчный и отчаянный. Где наш приют? Где нам покой искать? Не там, где мы теряли и страдали. Не там, где в ночь на благостных песках в кровавой тьме езиды засыпали. Шангал, Шангал, там мира больше нет. Одна святыня греет эти земли, и лишь ее всесильный чистый свет боям, терзаниям и подлости не умеет. Шангал, Шангал, какая же орда! В краю отчизны шла, творя расправы. Кто захотел примириться навсегда, братоубийство и бесчестной славы, им нет имен, им страшен Божий суд. Не вымолвить, не попросить пощады, с тех горьких дней они расплату ждут. Суров огонь из сумрачного ада. О, память наша, страшен ее лик, приходит мертвой матерью с младенцем и стариком является на миг. С открытым взором и с потухшим сердцем не дай Господь такое повидать. Приди тому, что было пережито, нельзя живым об этом забывать. Все повторится, что давно забыто. Езиды, братья, сестры, я пою,
Что делать мне, коль слезы льются в песни? Как родину мне защитить свою? В краю предателей суровых и бесчестных. И в этот скорбный день свеча горит. Она горит в домах и в душах наших. И каждый в честь погибших говорит, чтоб с небес они могли услышать. Те, кто погиб седыми молодыми, кто видел свет лишь из родного чрева. Они ушли к избранникам седым, старик и мальчик, женщина и дева. Шангал, Шангал, ты крик души моей, ты боль моя, в сердцах живая память. О, молодые люди, почтите сыновей, вас эта скорбь навеки не оставит. Такая душа вложена, сколько это... Молодец, она хорошая. Из Джамата кто-нибудь хочет выступить? Шех. Disfigured. As we walk through Catania's ground zero, it looks like an act of God. But this was a deliberate attack. Horrible destruction. Many people lost their wives, their fathers. I saw babies that had terrible injuries. It tore my heart out. And the blast also tore the heart out of this tiny rural town. The damage radiates for 4 city blocks. The survivors are now putting up donated tents. On the edge of a desert, families are trying to cope. You can see how many are now homeless. Hassan Khalil describes how 2 trucks blew up in the centre and then another exploded on the outskirts of town. It was like an earthquake, he says. 15-year-old Zed Hamad saw one of the suicide bombers. He says he looked dizzy. He was smiling, like he was mocking us. American and Turkish aid is arriving by the truckload for these people. Unloading it gives these children something to take their mind off what they saw. Local officials are still trying to... Köşü bu nasabır, diyar bu nasıdır, reyumeni khaflo kibir, zemani berid ve bu, dlada khofachish liman hebu, hash kiyamana digu terebu, dvijme ve khudani ta'ya, وگرن اصلیا هر ندیوانا ادبیا اونه ببین خاشی و شایا اونه به هرلینه حق یا دین سلطان نزید مبین